Повыше подними, а то я... Нормально. Добрый день, мы в ресторане «Казбек», и сейчас шеф-повар маме Джорджа будет готовить лучший на свете сацибели. И расскажет нам, как это делается. Обязательно. Начнем? Да. Так, для этого нам понадобится сковородка тяжелым днем. Чугунная лучше всего, потому что она хорошо держит тепло и не сгорает. Болгарский перец, чеснок, красный чили перец сучковый и помидоры. Желательно, чтобы помидоры были переспели, которые уже вот помятые такие, чтобы оно дало тот количество сок и сладость, что нам нужно. Да? Болгарский перец у нас уже есть очищенный. А в каких пропорциях? Я беру всегда на килограмм помидоры, полкило болгарского перца. Стручковый перец надо всегда по остроте подобрать. Оно не острое, поэтому я беру 3 штуки. Это надо так неряшливо круг нарезать, да? Ну да, потому что оно все это сейчас сварится в течение часа минимум, да. У меня чеснок 30 грамм, можно семена удалить. Расскажите мне про сацибели. Значит, под сацибели сегодня в Грузии уже понимают вот этот соус, который сделан из помидоров, да. На самом деле под сацибели подразумевают всякие соуса, которые имеют такую же консистенцию, который вот наш сацибели из помидоров, да. Можно сацибели из разных ингредиентов готовить, но в основном люди уже понимают, что сацибели должно быть из помидоров. Чем едят сацибели? Для чего он нужен? Ой, сацибели это такой универсальный соус. Можно с шашлычком любого вида, да? Можно с картошечкой. Не знаю, там. То есть он дома должен быть всегда, да? Он дома, однако, есть всегда. Вот в моем семье я не помню, когда там, я не знаю, мама не готовила там по, скажем, 50 литров сацибели и еще раз не тремали. А грузинское застолье без таких соусов не обойдет. То есть туда можно макать хлеб, есть ложкой, да? Его вот... Прям вот То есть так, если да. нет еды, можно просто есть сацибели. Вот многие даже сацибели, если там не добавлять, ну, не то что сацибели, помидоры закрывают просто на зиму, используют как, ну, зимой уже стоит дорого помидоры, да, летом просто закрыл, ты из него можешь и сацибели делать, и просто в еду добавить, там, хорошо сварить. И... Заготовка. Да, заготовка такая, так что. А в Грузии его когда делают? У нас есть два момента, когда есть хорошие помидоры. Это рано летом, вот, позже, наверное, июнь, так, да, но это первый такой вариант, но лучше всего к осени, да, когда вот в сентябре уже помидоры переспели такие, да, помятые, которые уже на салат нельзя использовать, из него желательно сварить. Чем вся семья садится и делает? Ну, в основном мама принимает, или бабушка в этом участие, да. Сацибели это более такая женская история. Если вот шашлык или что-то такое, там и папа присоединяется, или там, не знаю, там. Значит, надо перец очистить, но помидоры надо только надрезать, да? Да, Для надо чего? надрезать просто. Вот потом, когда все это хорошо сварится, да, надо будет все это пропустить через сито, чтобы оно вот получил консистенцию, как будто оно из блендера, да. Сейчас я добавляю немножко воды, чуть-чуть на дно, чтобы просто не сгорело оно, да. Какая температура? Температура нижняя, самая низкая такая, да, крышка изначально можно, чтобы оно отпустил сок и не сгорел дно, а потом уже оно должно помиться с мелкими пузырьками такими, что сейчас будет где-то час-полтора вот так вот вариться, но здесь маленькое количество, на самом деле, оно быстрее приготовится, да, но вот если на зиму готовить, да, там надо большую кастрюлю, которая вот томится в течение 2 или 3 часа, и потом все это пропускается через сито, ты получаешь уже консистенцию, как на сацибели, ты заново ставишь его варить, смотришь, что не хватает, там перец, чеснок, например, да, вот в этом моменте есть еще возможность добавить все это, ты его варишь, ты доведешь до консистенции, которая тебе нравится, и уже даешь приправы и соль. Я сейчас расскажу какие-то хитрости, которые еще есть, вот не всегда получается, тем более в России, когда ты можешь купить те помидоры, которые надо, да, иногда надо потянуть вкус, да, для этого можно, например, чтобы получить более интенсивный цвет, можно ложечку там томатного паста добавить, да. Это нежелательно, просто если нет другой возможности, ты понимаешь, что оно на вкус не то получился, да, дома, что-то делать. Надо ложечку томатного пасту добавить, чтобы оно получило более темный цвет.
И обязательно надо подобрать помидоры, которые сочные, спелые и сладкие, да? То есть кислых, не спелых помидоров соус не получится никак. Это уже готовый, а потом... Это уже вот в таком виде. Когда оно сварился, я бросил его на мелкую терку, руками освободил от шкуру, от всего остального. И то, что остался, можно взбить в блендере, например, и поставить вот так. Надо добавить ускос-сунели, надо добавить кориандр молотый, надо добавить соль, надо посмотреть по остроте, как нам оно нравится. И все, пока оно горячее, оно более острое, когда оно остынет, оно уменьшится, убавится немножко острота. Ускос-сунели надо самое большое количество добавлять. Так много? Конечно. Вот так. Пол-ложки. Даже может быть чуть меньше. Кориандр. Потом я добавляю соль. Соль всегда по вкусу, не спрашивают сколько. И перец тоже можно, должно быть островательным. Это добавляется всегда вот на последний раз, когда оно вскипело, дошел уже до консистенции, которой нам нужно. Убедиться, что оно все расклилось. Вот так вот. А зелень туда добавляют? Никакой зелень туда не идет. Вот. Абсолютно никакой зелени, надо только вот сухие такие специи и все. То, что я сейчас добавлю, это окончательно, больше ничего не надо. Вы приготовили, да, открывайте? Вот так, да, макайте Да. все? Очень вкусно. Там перец больше чувствуется, чем помидоры, да? Ну, для этого есть основание. Западная часть находится в Приморье, и там раньше была опасность малярии, да? У них был и антималярический эффект, и потенция хорошая. От перца, да? Конечно. Мы сидим в ресторане Казбек, едим сацибели, который приготовил маме Джоджо. Мы все узнали про помидоры, перец и потенцию. Пока-пока. Подождите, а индусы, они же все время едят перец. Почему же так? 2 миллиарда почти.